Это «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Здравствуйте. Как помочь детям раскрыть таланты? И может ли талант получить грант от правительства Татарстана? Кто такой одаренный ребенок? И нужна ли помощь родителям с такими детьми? Об этом сегодня говорим с нашей гостьей. С удовольствием представляю Аделя Маратовна Ахметова, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Здравствуйте. Добрый день, Светлана. Итак, для начала. Для каждого родителя его ребенок самый-самый, умный-умный, добрый-добрый, честный-честный. А вот как понять, одаренный это ребенок или нет? Каким образом родителю вообще объективно на это смотреть, критически или просить помощи со стороны? Очень интересный вопрос. Мы всегда в нашем университете говорим, что талантлив каждый. Вопрос в том, у кого-то талант уже проявился, а у кого-то он еще находится в процессе раскрытия. Мы это называем так. В нашей системе образования есть одна очень понятная, простая линейка, как понять, талантлив, одаренный ребенок или нет. Называется эта линейка «Олимпиадное и конкурсное движение». У нас ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации утверждает 707, в этом году даже больше конкурсов, победители и призеры которых причисляются к званию молодежь, проявившая выдающиеся способности. Это в науке, искусстве, спорте, в проектной деятельности, предпринимательстве и так далее. Но сегодня образованием оперируем этой линейкой, не забывая про то, что талантлив каждый. А как определить-то родителю? Вот дома? Дома, если мы говорим про дом, то здесь можно несколько элементов посмотреть. Первый, например, это наличие интереса и банальное увлечение чем-то. Это самый первый шаг. Второй шаг, который мы всегда говорим, это нужно попасть. Вот у нас очень много бесплатных возможностей для детей. Это кружки Республиканского центра внешкольной работы и Республиканский олимпиадный центр. Это наш университет талантов, где можно прийти, поучаствовать в чем-то и проявить себя и свои способности в деле, потому что талант проявляется только в деле. На словах-то мы, может быть, все, да, во всем, но главное попробовать себя в деле. И после этого, получив результаты, понять дальше, что из каких направлений интересно, двигаться в этом. Ну, очень кажется банально, на самом деле это очень большой долгий путь, который проходит ребенок вот на протяжении всей его школы, а потом и студенчества. Это такой осознанный родитель должен быть. Родитель, который в тренде, мы его называем так. Сейчас, кстати, очень много мам и пап, заинтересованных в развитии ребенка, они лучше нас знают, где какие возможности, какие олимпиады, какие конкурсы, что они дают, что можно получить. То есть в этом смысле родительское сообщество очень живое и очень много знает и погружено в развитие своего ребенка. Но ведь многие обвиняют таких родителей в том, что они лишают ребенка детства, либо в ребенке воплощают свои несостоявшиеся мечты. Так это или нет? Очень тонкий вопрос. С одной стороны, у нас без желания ребенка, вот в том движении, да, которое сейчас сложилось, и в олимпиадном, и в конкурсном образовании, если у ребенка нет интереса, родителю будет очень сложно его привести к большим результатам. Это обязательно сочетание таланта, дисциплины и знаний. С точки зрения дисциплины и мотивации родитель, конечно, играет самую большую роль, потому что дети, которые сегодня у нас проявляют особые способности, это дети, которые много часов подряд занимаются своим любимым делом, и им остальное вот оно не очень-то интересно. И это, конечно, заслуга родителей. Что касается личных амбиций и интересов, спорный вопрос, потому что где-то да, где-то нет. Главное, знаете, в какой момент происходит изменение? Когда у ребенка 11-10 класс, мы видим подростков, которые хотят сменить траекторию. В этот момент времени родители, мудрые родители говорят: окей, у тебя за плечами много всего, я даю тебе право выбора. И вот этот момент самый сложный, самый важный, потому что дальше ребенок же уже идет в профессиональную историю, а там уже работают немножечко другие принципы и подходы. Еще одна такая крылатая фраза, выражение, может быть, с СССР, я даже не могу сказать, откуда ее истоки: таланту надо помогать, бездарности пробьются сами. Вот вы как к этому относитесь, и не слоган ли это вашего университета? Не совсем так, эта фраза очень смешная. Мне она кажется, знаете, чем нравится? Когда мы говорим бездарности, в социальных сетях очень много, да, вот эти вот критики, разные мнения высказываются, но у бездарности один очень большое качество, очень большая уверенность в себе и очень большое желание что-то делать, заявить о себе. Порой вот этих качеств нашим талантливым ребятам действительно не хватает, потому что им сложно раскрыть себя в социуме, проявить себя в общении с одноклассниками, показать свои интересы, потому что они порой другие, они индивидуалисты.
им сложно вот так вот на публику, да, все проигрывать, им сложно вступать в отношения, в коммуникации. А это же сейчас очень много решает. И в этом смысле наша задача, как нашего университета, всегда наделить была... способностями бездарности. Ну, грубо сказать так, но научить их вырабатывать стратегии коммуникации, общения с детьми, с другими, со взрослыми, умение понимать, чего хочу я, да, когда мы говорим, строить и вот эту настойчивостью добиваться того, чего ты хочешь. Итак, давайте, учитывая, что вы руководитель университета талантов, замечательный, конечно, университет, это вот оказалось, есть теперь профессия менеджер, по счастью, это университет талантов. Мне кажется, потрясающая запись в трудовой книжке. Когда был создан университет, для кого и насколько сегодня этот университет доступен, в принципе, тем детям, которых родители считают уже одаренными? Вообще, сама идея зародилась в 2012 году, когда началась прорабатываться концепция перспективы. Тогда по поручению Раисы Республики была поставлена задача выяснить, как систематизировать работу с талантами, как поставить ее на постоянную работу, чтобы талантливый ребенок не терялся, чтобы он знал, что в Татарстане его любят, что он здесь нужен. И вот тогда провели большое исследование, провели многофакторный анализ, и появилась идея, что нужно вот сделать несколько задач, решить, да, там, собрать базу данных, кто эти дети, какие им возможности есть, сделать социальные гарантии. Должна быть организация, которая будет не только работать с Министерством образования или Министерством спорта и молодежи, а вот быть между всеми министерствами, и нужно ресурс аккумулировать. Тогда появилась идея создать университет талантов. В 2014 году появилась государственная программа, была принята, и вот с 2015 года, 8 апреля, мы официально существуем, и уже 8 лет мы работаем в этом направлении. Для кого он создавался? Мы говорим про детей от 12 и молодежь до 35 лет, у которых и есть проявленные способности в науке, в спорте, в искусстве, в проектной деятельности, в предпринимательстве, в социальном творчестве. То есть достаточно широкий спектр. Мы понимаем, что мы не исчерпываем всех, но и для всех сложно подобрать нужный инструмент, но вот этот спектр для нас был определен. И для этого у нас было несколько разных входов и выходов изначально проектировалось. Если мы говорим про историю, тогда мы вообще работали на большую массу. То есть мы ездили по районам, рассказывали про возможности Татарстана. Сейчас, конечно, время изменилось, и задачи изменились, но можно выделить несколько уровней. Основная наша работа сегодня – это школьники, потому что это тот большой массив и большой костяк, который как раз вовлекается в это движение. Какие возможности есть у нашего школьника? Если мы говорим про того, кто еще только ищет, что ему интересно. Мы делаем бесплатные кружки в онлайне, если это нужно. У нас есть партнерские кружки в районах, где ребенок может прийти и начать что-то делать. Если у него появляется интерес, у нас есть такой формат, называемый интенсивные программы или профильные смены. Это выездные мероприятия на 14 дней. Дети приезжают к нам на базу, и они работают с педагогом и занимаются полноценным погружением в предмет. Например, смена наука, ближайшая, одна из ближайших, это будет генетика и селекция растений. Они изучают биологию и химию на стыке, изучают, как устроено растение, какие можно с ним проводить исследования, как это все работает. Это для тех, кто хочет. И, соответственно, наша задача, чтобы после этих программ у него накопилась критическая масса знаний, и он мог попробовать проявить себя в каких-то вот этих самых конкурсах, о которых мы говорили до этого, и понять, насколько его уровень проявленности, знаний и компетенций сегодня адекватен. Если он уже проявил себя, у него появляются достижения, у него появляется следующий пласт возможностей. Есть так называемые профильные смены повышенного уровня сложности. Вот, допустим, у нас одна из ближайших смен по математике, она рассчитана на детей, у которых уже есть достижения, уже, допустим, не ниже регионального уровня. Они приезжают, мы привозим топ-преподавателей со всей России, они с ними работают и уже докачивают их до более высокого уровня. Если мы говорим про ребенка, у которого есть еще достижения, он имеет право претендовать на меры поддержки. Основные меры поддержки какие? Первая мера поддержки, о которой мы всегда говорим, это диагностика, когда мы смотрим не только на то, какой он в предмете, но сколько у него развиты так называемые метапредметные навыки. Да? Это что? Умение работать в команде. Некоторым важно лидерство, умение работать с информацией, умение воспринимать жизненные ситуации как задача. Насколько это развито? Понятно, что инструментарий может считать и несовершенным, это тестирование, но самое важное, что потом у него появляется наставник, который помогает ему эту траекторию свою построить и эти результаты осмыслить. Да, и вот у меня был пример, рассказываю, был мальчик, он учился в 11 классе, он мечтал, сейчас он уже учится в ВУЗе, мечтал открыть стартап по беспилотникам, производству. И вот, значит, он на один конкурс собрал одну команду. Они разработали модель, он как лидер, значит, да, идею подает. И вдруг, в общем, перед самым конкурсом команда ему говорит: пока, до свидания. Он, значит,
не растерялся, собрал другую команду, опять пошел делать, опять конкурс, опять команда уходит. Он приходит и говорит: вот что мне не везет? Вот люди вот такие вот плохие, да, берут и уходят. Я ему говорю: дай посмотрим твою диагностику. Мы его открываем, а у него написано, что он жуткий доминант, авторитарный человек, ну, в общем, который стиль управления авторитарный. И он, в общем-то, всех творческих людей строит по струнке. А этим людям не надо. Я ему говорю: подожди, вот ты как лидер, ты как себя проявляешь? Ты ему говоришь: я придумал, а ты, в общем-то, сделай, но это же не работает. Тут он понял, что, оказывается, нужно еще и на это внимание уделять. И тогда у него уже потом, уже там несколько лет он этим занимается, у него сейчас результаты гораздо лучше. То есть уже в ВУЗе он готовится к открытию своего стартапа студенческого, в общем-то, процесс пошел. И это важно видеть, потому что не всегда бывают те стратегии, которые выбирают ребята, они являются наиболее для них успешными, ну, в смысле достижения личных результатов. Они же даже не во всем вырабатывают стратегии, во всем, они же, в принципе, увлечены и увлечены. А как это реализовать? То есть вы даете определенный лифт. Да, мы показываем, какие есть инструменты, на что обратить внимание, на что можно, что вот мы говорим, да, про рефлексию, такое популярное слово, когда я могу проанализировать, почему со мной произошло то, что произошло. Вот я не выиграла Олимпиаду. Что мне с этим делать дальше? Но это не конец света. Да, сегодня ты не выиграл, но это опыт. Из этого опыта нужно уметь извлечь. Вот как это сделать, мы пытаемся этот инструментарий дать. Поэтому у нас есть так называемые наставники, которые с ребенком работают индивидуально. Ну, вот эти наставники, вы говорите, там топ лучших математиков, да, преподаватели приехали. Но ведь здесь скорее даже не математики только нужны, а еще психологи. Все верно. Поэтому у нас на сменах есть преподаватели, которые преподают профиль, и, безусловно, они являются авторитетом для ребят, да, они пример для них. Но еще есть наставники, которые не наставники в предмете, а скорее это педагоги, психологи или педагоги, которые хотят помочь ребенку раскрыть вот эту социальную составляющую. И мы их обучаем технологии, как можно эту, допустим, помочь ребенку раскрыть и помочь ему построить траекторию развития. Что я говорю по траектории развития? Когда мы задумывались, важно было не только их там поддерживать, помогать, а понимать, куда дети устремляются. Это можно понять тогда, когда мы говорим с ними про их цели, про их интересы и про то, как они видят свое будущее, пусть даже в перспективе года. И вот мы несколько лет уже ведем с ребятами работу, чтобы они строили свои цели на год, 3 и 7. Удивительная статистика. Если мы с мамами смотрим на год, это почти все олимпиадники, и очень часто после вуза сложно поставить себе цель. Вот я поступаю в вуз, и все. А что дальше? Ну, трудоустроюсь я, а конкретики вот этой вот, да, пощупать ее нет. И вот наша задача показать, вот смотри, вот ты видишь сейчас вот так, но мир-то он широкий, и тебе нужно еще думать стратегически о том, куда ты свои знания, как лучший математик, можешь применить. Ну, у вас, смотрите, вы говорили о том, что у вас 6 направлений, да, по-моему, разделены. Если посмотреть на, учитывая, что 8 лет работаете, в каких направлениях сегодня талантов больше? Талантов больше по количеству, конечно, наука. Но по науке я имею в виду, это предметные олимпиады и конкурсы, это математики, физики, русский язык, лингвистика, это же здорово. Это потрясающе. Очень много гуманитариев у нас, ну, в принципе, это достаточно большая прослойка. Сегодня, конечно, идет тренд на инженерные, и появляется такое отдельное направление, вот 2 года ему, наверное, так осознанно, это инженерное творчество. Это дети, которые делают инженерно-технологические проекты, и причем пытаются объединяться в команды, и в командах придумать решения, где каждый играет свою роль. Я считаю, это самое лучшее, ну, то, что может сегодня произойти во всей образовании, когда дети делают не только задачи высокого, да, абстрактного свойства. Когда они, например, кейс им берет, ставит в вуз. Ну, я сейчас один навскидку приведу. У нас программа «Сирус» это стартует как раз. В этом году мы побили рекорд. У нас почти 1000 участников и числа школьников 8-11 классов. Какой кейс нам дали наши партнеры? Это вуз или компания сейчас. Например, процесс ржавление пружины в каком-то устройстве. И вот нужно его отисследовать, смоделировать теоретически, провести эксперимент, сделать прототип, защитить. То есть это задача, над которой сегодня работают в деле. И мне кажется, это классная история. И таких ребят появляется все больше, 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 и это нас это очень радует. В принципе, на какую поддержку, кроме как определить траекторию развития? Могут рассчитывать? Могут рассчитывать. А есть что потрогать? Я не знаю, вот, да. Чем вы можете помочь спортсмену, который вы предполагаете, что будет выдающимся, музыканту, химику, физику, программисту? Самый мой любимый вопрос. У нас уже несколько лет подряд действует программа поддержки олимпиадников в науке, искусстве и спорте.
Ее механизм очень простой. Нам интересно узнать, как дети идут свою траекторию. Детям хочется получить поддержку в виде финансового, что можно потрогать, пощупать. Конечно, мы никому деньги на карту не переводим. Наличкой никому ничего не выдаем. А что даете? Ну, например, вот он пишет, ребенок, допустим, спортсмен. Я хочу в этом году выиграть соревнования по лыжным гонкам, например, первенство там, Татарстана или первенство России. Для того, чтобы это сделать, там мне нужно, допустим, заниматься туда-сюда, и мне нужны кроссовки специальные, которые выдержат определенную нагрузку, имеют амортизацию. Стоят они 30 тысяч рублей. Вот, ссылка, прошу, пожалуйста, купить эти кроссовки мне. У нас есть комиссия, которая внутри университета из экспертов состоит и из нас рассматривает, и мы такие запросы детям покупаем. Кроссовки, оплачиваем для спортсменов занятия по растяжке, усиленное питание в столовой спортивной школе. Мы можем, допустим, по науке детям мы оплачиваем походы в кружки платные, поездки на дорогие профильные смены, которые проводятся не в Татарстане, допустим, в Екатеринбурге, одна из самых известных школ по физике. Туда наши дети, стоимость такой смены 60 тысяч рублей. Мы оплачиваем и такие А поступление в вузы? Поступление в вузы не оплачиваем. Это связано с одной проблемой юридически, потому что юридически сложно оформить. Вынести взнос для кого-то, это обычно либо целевое, либо это какой-то грант. То есть как у нашего студента не было претендента накопления баллов достаточного для покрытия целого учебного года. То есть это кусок, а кусок вуза обычно не дают носить. Но, хотите пример расскажу? Да. У нас в том году поступил мальчик в университет талантов, 7-классник. Он с нами был год, получает 23 учебный год. На старте мы всем даем 100 баллов, в том году это было 20 тысяч рублей. На конец премии, у нас была премия 30 июня, мы сделали, у него было 532 балла. По нашим деньгам это что-то около 300 тысяч рублей, которые он накопил, выигрывая в 12 олимпиадах за год. Мальчик в 7 классе учится. Как он дальше эти 300 тысяч рублей, как он их использовал? Как он может их использовать? Он использует виртуальные их на покупку, элементарно, покупку книг, учебников. Любых. Например, мы заказываем для химиков учебники редкие, которые там 2 тома, 3-4 тысячи рублей стоят. Пожалуйста. Поездка на профильные смены. Оплата ЖД проезда, проживание на конкурсных мероприятиях. Тоже университет талантов может оплатить. То все нормально обналичивается. Ну, это, скажем так, тратится скорее целевой характер. Есть вообще термин, даже если вы посмотрите, допустим, законодательство, у нас международники получают 1 миллион. В том числе вот в этом году, не знаю как, но раньше он был... Победитель международных олимпиад. Целевой. 1 миллион. То есть его можно потратить на конкретные цели. И вот так же здесь. Да, мы вряд ли оплатим тебе автошколу, если это не связано с твоей целью. Но все, что связано с твоей целью, у нас был мальчик, который купил себе для подготовки к Олимпиаде халат, колбочки, комплекты химических реактивов, которые доступны для подготовки к Олимпиаде, учебники, тетради, ручки. Вот это все он купил за счет своих баллов полностью на весь учебный год. Парень был укомплектован. То есть очень одаренные дети могут приносить, могут облегчать жизнь семьи родителям, все верно. А вот чем вы понимаете, как вы считаете, родителям одаренных детей тяжелее, чем обычным? Или, в принципе, это обычные родители, которым просто немножко дольше приходится и больше уделять внимание ребенку? Мне кажется, по-разному. И помощь им нужна? Помощь, мне кажется, нужна в одном моменте. Самый сложный момент, когда ребенок уезжает на Олимпиады, это обычно февраль-март, у него начинаются так называемые заключительные этапы, да, когда уж понятно, призер ты, победитель ты или нет. И в этот момент, когда он выигрывает и переживает подъем и возвращается в свою обычную среду, где в школе работают другие правила. Видите, допустим, некоторые олимпиадники ходят на индивидуальный план и обучаются дома, готовясь к олимпиадам. И вот у них олимпиады прошли, он выиграл, и он приходит в школу. А в школе другие законы, в школе другие правила, в школе нужно еще предметы делать. Это первый момент. Второй момент, когда он не смог выиграть, и его ожидания от себя не оправдались. И показать ему, да это не конец света, с тобой все классно, ты классный, у тебя еще будет возможность, ты себя проявишь. То есть в этом должны проявить себя родители? Как один из частых запросов, которые мы получаем, это вот эти. И третий момент, когда у талантливого ребенка появляется запрос на то, кем я буду, когда я вырасту. Потому что одно дело это олимпиадник. Олимпиадник это не профессия, это большое вспомогательное подспорье перед профессией, да, но куда свой талант дальше проложить? Вот помочь выбрать, пережить момент выбора. И, конечно, первый курс самый сложный. Когда мы общались с ребятами, вот ты в школе, ты, лидер, ты интеллектуальная звезда. Ты приходишь в вуз, обычно всех их объединяет в одну группу, и ты такой же, как все.
как пережить, что ты такой же, как все. Это тоже бывает большой сложностью. Но ведь в целом вы сейчас описываете эффект белой вороны, и очень часто одаренные дети, в том числе и в школе, потому что им нужен индивидуальный подход. Они, в принципе, индивидуалисты, которые требуют индивидуальный подход. И вообще считают, что это есть трудные ученики в школе, да? То есть двоечники и одаренные. Каким образом вот психологи с ними работают? Насколько, возможно, для родителей есть возможность бесплатной психологической помощи в университете? Есть ли подобные условия? Либо, в принципе, рассматривается такой вариант? У нас есть студенты, но мы в университете их зовем студентами, неважно, школьник это или нет. У нас есть студенты, которые просят психологическую поддержку. То есть это они пишут запрос, так же, как и все, и мы им находим психолога, с которым они могут работать, там, в зависимости от того, какой у них есть ресурс. Сейчас мы вводим практику психолог на олимпиадных сменах, чтобы научить ребят как раз-таки вот эти моменты, да, эмоциональные пики, переживать экологично для себя. Если вдруг у молодого человека есть, в принципе, запрос, и у него нет какой-то поддержки, он все равно может прийти к нам, мы его можем сориентировать. Насколько я знаю, сейчас очень многие школы, которые занимаются олимпиадной подготовкой, имеют тренера-психолога, который на сложные пиковые моменты приезжает и выезжает. Вообще для одаренного ребенка это очень важно, потому что это важно, чтобы его психика не перегружалась, потому что у него очень большая нагрузка идет. И помочь ему прожить с психологом, мне кажется, это очень важная культура, которую нужно постепенно приходить, чтобы в нем вот этот навык просто нарастить надо ему. И, конечно, часто бывает родители лучший друг, родители помощник, родители психолог. Это тоже очень важно, когда родители могут это делать. Но, конечно, для этого еще нужны навыки. И не только любить надо, очень важно. И поддерживать еще эмоциональный интеллект, чтобы вот эти пики с ребенком пережить. Смотрите, университет таланта. Прежде чем до вас доберешься, человеку должно быть лет 12, да? 12 лет. А что до? Может быть, все-таки нужно, как не растерять в школе, либо в детском саду ту одаренность, которая условно заложена. Нет ли, в принципе, и необходима ли школа талантов, либо специальная школа для одаренных? Есть ли такие, обсуждаются ли такие идеи? Вот здесь отмечу, что школа для талантов есть. В Татарстане одна из самых сильнейших вообще, в принципе, баз по работе с одаренными. У нас есть более 15, если сейчас правда 16 для одаренных детей с интернатным типом проживания, но они работают с 6-7 класса. Это все позже. Да, потому что к ним приходят дети по конкурсному отбору, и, в принципе, у нас есть школа даже, как 131, она не интернат, не лицей для одаренных, но она, в принципе, сильная, в ней всегда много одаренных. Это первый блок. Второй блок, что вы говорите, это очень важный момент. Это когда-то у нас в Татарстане разворачивалась программа, разворачивается сейчас развитие личностного потенциала. И были школы и садики, которые обучались тому, как помочь ребенку раскрыть свой личностный потенциал, который складывается не только из предметной части, но и из 3 важных вещей. Это умение делать выбор, это жизнестойкость и потенциал достижения. И эта программа в некоторых садиках, вот сейчас она успешно живет, применяется, она есть. Просто массово ее сейчас применить на таких вот прям технологий и не так много. Что касается школы 1-4 класса, у Республиканского олимпиадного центра очень много возможностей для детей одаренных. Можно прийти в олимпиадах, поучаствовать, есть занятия. Сейчас, конечно, очень большую роль играет движение первых. Вот когда они появились, они в Татарстане, кстати, единственные, кто сделали акцент на работу с садиками. Мы единственная республика, которая это взяла, и это очень здорово. И там в движении первых это очень продумано. У них есть история вовлечения детей в разные активности, в научные, в спортивные, в искусство. И это делается, система потом к наставничеству, когда старшие дети помогают младшим. Вот сейчас эта система разворачивается, я искренне рекомендую всем родителям обратить на нее внимание, потому что там есть много интересного для этого возраста. Вот вы выращиваете талант, а как потом в республике сохранить? Один из вторых самых сложных вопросов, потому что есть первый момент, это поступление в вуз. Часто топовые ребята, у них выбор большой, и они всегда выбирают там, где круче преподаватели, в принципе, это логичная история, где есть определенные условия. На Татарстане поддерживают очень стипендиальные, грантовые ребят, но есть, конечно, только вузы Санкт-Петербурга и Москвы, с этим пока ничего не сделаешь, это свободный выбор. Наша задача, как нам видится, этих ребят привлекать сюда, чтобы показывать им, что они здесь нужны. Как мы можем на своем уровне это сделать? Во-первых, мы их приглашаем к нам как кураторов,
преподавателей, ассистентов и привозим их из Москвы на наши профильные смены. Это первый элемент. Второй элемент, мы стараемся их знакомить с теми возможностями, которые есть. Это и трудоустройство, если к нам такие поступают, и показать им, что здесь есть место для их бизнеса, и пытаться их свести с нужными людьми. Сейчас это формируется еще только в практику, я не могу сказать, что это прям устойчивая система, но постепенно у нас есть выпускники, которых мы вот так вот притягиваем. Допустим, одна из них работает у нас, хотя учится в Стамбуле, но работает у нас с ребятами, и кружок записала свой, ведет, и у нас с ребятами одаренными работает, наставником выступает, тех, кто по русскому языку лингвистики с ней занимается. У нас тут такая система сейчас формируется. Что бы еще добавили к своим программам, если коротко, чтобы качество талантливых детей и их эффективность была выше? Что бы мы добавили, мы бы сделали их больше. Мы бы хотели привлекать преподавателей не только с Татарстана, но и со всей России больше, потому что нехватка талантливых кадров, это правда. Талант – это? Талант – это счастье. И состояние души. Адель Маратовна, большое спасибо. Спасибо Пусть вам. талантливых будет Спасибо. больше. Родителям помощи, и от вас в том числе. И чтобы попасть к вам, нужно просто зайти на ваш сайт и узнать всю информацию и отправляться Спасибо. в путь к вершинам науки. Всего доброго, до свидания.